Я занимаюсь плетением национального осетинского платка. Обучаю этому желающих. Сегодня это очень востребовано. Меня это радует, потому что когда я только начинала, вот, допустим, 6 лет назад, это не было так востребовано. Обучаться плетению приходят девушки, женщины, да, вот разных возрастов. Мои работы можно увидеть в Центре народных промыслов, и занятия наши тоже проходят здесь. Когда ты нервничаешь, плетение не получается, нить будет рваться. Вот что бы ты ни делал, не получится. Меня зовут Мзия Гигелаева. Я занимаюсь плетением национального осетинского платка. Обучаю этому желающих. Занимаюсь я этим ремеслом уже 6 лет. Пришла, совершенно случайно. Дочь занимается национальными танцами и очень захотела, она солировала, была солисткой и хотела станцевать стинт в национальном платке. И попросила меня, чтобы я ей сплела. Но так как я не знала, как, пошла на курсы плетения, выучилась этому. И на концерт я успела сплести платок. Увидели у девочки моей, и да, у меня периодически были заказы. И подарок я ее подружке тоже сплела косыночку. Затем мне предложили провести сначала мастер-класс для туристов, а потом уже предложили вести курсы плетения. И начиналось у меня с малого, там буквально 2 девочки пришли первый раз, а дальше уже даже моя дочь, которая вот говорила, что она не освоит это ремесло, когда увидела, что столько девчонок молодых изъявили желание, и у них получается, она тоже решилась. Это настолько успокаивающее занятие. Единственное, когда ты нервничаешь, вот мы даже сегодня обсуждали с девочками, то плетение не получается, нить будет рваться. Вот что бы ты ни делал, не получится. Нужно просто успокоиться, полчаса, допустим, успокоишься, настроиться на позитивные какие-то мысли, затем опять взяться за эти занятия, и настолько оно успокаивает, настолько ты вот втягиваешься. Очень приятное дело. Сегодня это очень востребовано. Меня это радует, потому что когда я только начинала, вот, допустим, 6 лет назад, это не было так востребовано. На свадьбах очень редко я видела вот косынки, чтобы невеста надела косыночку. Сейчас очень много желающих. И вот на днях буквально мне дочь тоже показывала, невеста выходила замуж в национальном платке. Даже в парке она видела, сфотографировала специально для меня, еще девочкам показывала, женщина взрослая. У нее был длинный плащ и сверху платочек ручной работы. Очень было приятно, с вышивкой, прям вот хороший такой платочек. И мы общаемся с девочками, с моими ученицами, каждая хочет сплести платок. Да, молодые девчонки себе на замужество, допустим, хотят. А другие нет, мы хотим просто так носить. И я бы очень хотела вот сплести, просто носить с платьем. Обучаться плетению приходят девушки, женщины, да, вот разных возрастов. Если я, когда только начинала обучать, думала, что будут приходить женщины зрелого возраста, то я ошиблась. И меня это очень радует, потому что очень много девчонок молодых ко мне ходят учиться. Приятно. Платок можно сплести за месяц. Даже, может быть, и за короткий период. То есть зависит от того, насколько свободного времени у человека много. От месяца и больше, даже 6 месяцев бывает, вот занимает платок. Там зависит от сложности, от размера клеточки, от сложности вышивки. Процесс трудоемкий. Если полотно, допустим, вот мы любим плести полотно, то вот эти хвостики, вот самое сложное — это прятать хвостики аккуратненько, чтобы нигде ничего не было видно. То, чем здесь занимаются, это намного больше, чем просто платок. Это намного больше, чем просто увлечение или хобби. Мне кажется, это такой сумасшедший вклад в культуру Осетии. Это вот все девочки, которые сюда приходят, они автоматически продолжают вот эту важную женскую часть осетинской культуры. В конце 18-го, начало 19 века, да, я чуть-чуть изучила историю, когда вот с гор начали люди спускаться на равнины, и в горах, я понимала, шерсть, да, из шерсти они вязали платочки, там носочки, а когда уже на равнины спустились, они решили заняться вот этими тутовыми шелкопрядами и начали производить свой шелк. И плести вот эти вот косынки из натурального шелка, орнаменты, там растения, допустим, вот листва, да, вот переплетения всякие, тоже это означает жизнь. Ромбики, квадрат,
треугольник, то есть геометрические фигуры тоже, каждая фигура какой-то смысл несет. Очень хочется побольше информации найти о национальном платке, вообще как это все начиналось, символы всякие, вот что это все означает. Очень мало информации нашла, и хочется побольше узнать самой. Но то, что нашла, то, что узнала, то уже, да, вот прихожу, девочкам рассказываю, как девочки, допустим, вот лет 50-60 назад начинали плести к своему замужеству платки. И плели с позитивными мыслями, то есть в каждый узелочек, чуть ли не в каждый узелок они в свое желание какое-то вот ввязывали, вплетали. И молодой девушке можно было вышивки, побольше вышивки, красивой, побольше вот листьев, там стеблей. В зрелом возрасте уже меньше вышивки, а вот в пожилом возрасте уже вышивки вообще не должно было быть, то есть просто платок, полотно и обвязка. А вот молодая девушка себе нет, она вышивала красивый какой-нибудь узорчик. Есть шелк, к сожалению, очень трудно найти тот шелк, который мы хотим, бежевенького цвета, там определенный метраж, который нужен нам для платка. А так я обучаю на ХБ ниточках. Далее мы обучаемся на искусственном шелке, тоже сложный по процессу своему. Хочу, чтобы они были готовы к сложностям. А затем уже шелк натуральный. Курс длится 1,5 месяца, но у меня есть девочки, которые обучаются этому очень быстро. Есть, которым нужно время для того, чтобы понять. Вначале мне всегда кажется, допустим, вот я смотрю на человека, на девушку, да, и почему-то думаю, что вот на второе занятие она не придет, сложный человек. Нет, приходят. Это радует и обучаются. Я им всегда говорю, не нужно спешить, пусть лучше медленно плетется косынка, но чтобы петельки были красивые, ровненькие. Терпение, самое главное терпение. Мои работы можно увидеть в Центре народных промыслов, и занятия наши тоже проходят здесь. Все желающие могут прийти, посмотреть на наши занятия, сфотографировать, поснимать. Кстати, туристы, когда заходят, они очень часто подходят к нам, просят сфотографировать, поснимать, посмотреть, рассказать какую-нибудь историю. Им это интересно, а нас это радует.